حقيرة مقيرة غامرة غدوك حدوخة مدوخة فاكورة غدوك. Саид Хайшамярка. Добрый вечер, дорогие друзья, соотечественники. Мне только что сообщили, что сегодня вечером по телевидению Ингушетии сообщили, что председатель Совета Тейба ингушского народа Малсык Ужахов предложил главе республики выйти на переговоры. Я хочу сказать, что это не соответствует действительности. Дело в том, что господин Евкуров уже 2-3 раза предлагал оргкомитету митинга выйти на переговоры с ним. Первое предложение, чтобы вы знали, поступило сразу же, тот же день после того инцидента на митинге, когда Евкурову пришлось покинуть место проведения митинга. Через 2-3 часа он предлагал 5-10 человек, чтобы собрались и переговорили с ним. Мы сказали, что нам с ним не о чем говорить, что мы будем разговаривать только с депутатом. Второе предложение поступило через несколько дней. Третье предложение поступило вчера. И мы, подумав, решили принять его предложение. Еще раз подчеркиваю, его предложение. Почему? Мы вам скажем. Потому что он во всех средствах массовой информации заявляет, что они недоговороспособны, у них свои узкокорыстные цели, они ни о чем не хотят договариваться. Это далеко не так. Мы просто не верим, что эти переговоры с ним что-то дадут, что этот человек способен сдержать то слово, которое он дает, и поэтому мы не отказались на сей раз от встречи с ним, но, зная его характер, поставили условия. Я их вам сейчас скажу. Первое. Встречаемся не на его территории. Второе. Обязательно должны быть наши видеооператоры. Потому что знаем, что если все наши разговоры не будут зафиксированы, он завтра все поставит с ног на голову и преподнесет обществу совершенно противоположным тому, что действительно было. Третье условие было, чтобы там обязательно присутствовало телевидение, тоже государственное. И это телевидение вечером показали те переговоры, которые у нас прошли с ним. Было этих 3 требования. Но, насколько я понял, на таких условиях господин Евкуров встречаться с нами не захотел. И мы знаем, почему не захотел. Потому что при прямой передаче, при том, когда каждое слово фиксируется, те намерения, которые у него были, они у него просто не прошли. И необходимость этой встречи для него уже отпадала. Эта встреча оказывалась для него опасной. И случилось то, что мы и предполагали. Сегодня сели на телевидение и объявили, что мы инициаторы этого процесса, что мы просим этой встречи. Хотя это далеко не так, и поэтому действительно, как я вам и говорил раньше, если бы эта встреча прошла бы без операторов, видеооператоров, все это было бы использовано против нас. Именно только я хочу довести до граждан Республики Ингушетия, что именно в силу только этих причин мы не хотим с этим человеком разговаривать без видеооператоров, для того, чтобы потом каждое наше слово не было извращено, чтобы потом нас не ставили перед народом в неловкое положение. Если даже в дальнейшем нам будут предлагать эту встречу, чтобы вы знали, мы готовы на любую встречу, не только с ним, и с председателем парламента, и с председателем правительства, и с главой республики, но только под оком видеокамер, чтобы они потом не имели никакой возможности извратить процесс переговоров. В данном случае сегодняшнее сообщение по телевидению является ложью. Малсык Ужахов, как председатель Совета Тейпов,
Никаких предложений Евкурову не делал о встрече и делать не собирается. Предложения поступали с его стороны, и обсуждал эти предложения не Малсук Ужахов, а оргкомитет в целом. И оргкомитет принял решение при тех условиях, которые я вам ранее говорил, допустить возможность этой встречи. Еще раз повторяю, мы не избегаем встречи. Мы готовы встречаться и конструктивно говорить, но только если там будут присутствовать наши видеооператоры и телевидение, для того, чтобы у него не было никакой возможности фальсифицировать или, другими словами, извратить все наши предложения. Баркошев Ярасович.